Добрый день. Сегодня с вами в студии прокурор Козловского района Чувашской Республики Зотов Александр Павлович. Хочу сегодня осветить вопросы соблюдения трудового и жилищного законодательства в нашем районе. На территории Козловского района через СМИ и через сайты органов местного самоуправления опубликованы телефоны горячей линии, по которым граждане, дозваниваясь до прокурора лично и до сотрудников, курирующих данное направление, высказывают недовольство работой ЖКХ и теми нарушениями, на те нарушения трудового законодательства, в частности на невыплату заработной платы, которые нами берутся на контроль, проводятся проверки и посредством их принимаются меры к устранению законодательства. Так, хотел бы остановиться на фактах невыплаты заработной платы ВО «Новинка», где уже на несколько раз имели место невыплаты заработной платы работникам, в начале 72, потом 70. По принятию таких мер прокурорского реагирования, как представление и возбуждение дел об административных правонарушений в отношении директора данного ООО, практически сразу же задолженность по заработной плате была людям погашена, директор был привлечен к административной ответственности. Последнее нарушение со стороны «Новинки» имело место быть в августе текущего года, когда людей отпустили в отпуск, а расчет, точнее отпускные, извиняюсь, не выплатили. Все были обеспокоены тем, что 1 сентября детей необходимо собрать в школу. На основании звонка в прокуратуру района, анонимного, нами была проведена проверка. Действительно, данный факт нашел свое подтверждение. Внесли представление, директора привлекли к административной ответственности. И с 25 по 28 августа всем была выплачена заработная плата. Директор был привлечен к административной ответственности, к штрафу. На что хотел бы обратить внимание. На сегодняшний день выплачена заработная плата, по крайней мере сейчас по пути следования в студию, была получена информация, что выплачена заработная плата ООО «Автодорсервис». Задолженность в данном обществе перед сотрудником была практически около 2,5 миллиона рублей. Люди на протяжении длительного времени не получали зарплату, перебиваясь теми, наверное, запасами, которые имели место быть. С учетом нарушений требований трудового законодательства в отношении директора нами было возбуждено в сентябре дело об административном правонарушении. Он был дисквалифицирован как руководитель. В отношении юридического лица приняты меры административного воздействия по нашей инициативе, и юридическое лицо привлечено к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Посредством того, что мы направили в суд 62 заявления о выдаче судебного приказа, которые были удовлетворены, людям выплатили заработную плату, и нарушенные трудовые права были восстановлены. Что касается ЖКХ, хотел бы обратить внимание на то, что работая в Козловском районе прокурором с 2015 года, на протяжении этих и ранее лет имелась такая проблема, как отсутствие горячего водоснабжения в летний период. То есть горячая вода подавалась только в период зимний с подачей отопления. В 2015-2016 годах на основании того, что прокуратура района предъявлялись иски в районный суд об обязании теплоснабжающих организаций подать тепло, и точнее подать горячую воду, горячая вода включалась. В текущем году этим вопросом также у нас с окончанием отопительного сезона 14 мая подача горячей воды была прекращена. Мы непосредственно сразу же, получается, организовали проверку в районный суд, а также по месту нахождения ГУП Чувашгаз, это Московский район, и МОП ЖКХ Козловская
То есть в Московский районный суд города Чебоксары и в Козловский районный суд направили исковые заявления о понуждении их подать горячую воду для жителей города Козловки. А у нас многоквартирных домов на территории города их 30. С учетом того, что наши требования были удовлетворены, а по МОП ЖКХ Козловская, получается, удовлетворены уже по решению суда. Московским районным судом они в добровольном порядке все устранили и включили. Все жилищные права граждан по требованию прокурора были восстановлены, и люди в настоящее время постоянно получают данную услугу и живут в комфортных условиях. На что также хотел бы обратить внимание зрителей, на то, что согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на подачу обращений в органы государственной власти, органов местного самоуправления для решения тех проблемных вопросов, которые имеются у каждого из них. Вот. Вместе с тем, каждый орган, которому предписано разрешить обращение гражданина, должен в соответствии с требованием Федерального закона 59 ФЗ рассмотреть данное обращение в течение 30 суток. За этим мы очень сильно следим. И если к нам поступают обращения, в частности, со стороны бездействия органов местного самоуправления, как района, так и города, принимаются меры административного воздействия. По последнему такому факту, по результатам рассмотрения обращения в июле месяце о бездействии администрации городского поселения, где глава администрации города не дал ответ в установленные законом сроки, нами было возбуждено в отношении главы города по 559 КоАП Российской Федерации дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения судом на главу города Козловка был наложен штраф. А вместе с тем с главы потребовано, чтобы он в полном объеме и качественно разрешал жалобы и давал их гражданам в установленный законом срок. Все права граждан, которые нарушаются, разрешаются прокуратурой района на приеме по личным вопросам, а также в результате приема устных обращений по телефону горячей линии 2 15 75 на мой телефон.